В якутском зоопарке готовятся к свадьбе по расчету. Сотрудники подыскивают жениха для тигрицы Ани. А это непросто. Надо, чтобы самец не был с ней в родстве, подходил по медицинским показателям. Есть еще проблема. Непонятно, кто к кому поедет в гости. Алексей Сбарский о тигрице на выданье. Молодая симпатичная амурская тигрица желает познакомиться с половозрелым тигром без вредных привычек. Письма примерно такого содержания рассылают сейчас координаторы ЕАРАЗа – Евразиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Девица на выданье – пятилетняя тигрица Аня из якутского зоопарка Ортодайду. Описывает невесту, ее опекуны на эпитеты не скупятся. У нее очень игривый характер, очень интересуется новыми людьми, например, очень любит детей, играет с ними. И, данное время, Анечка у нас кушает очень много. В день, например, по 16 килограммов мяса кушает. Подбор партнера для тигров в неволе – процесс непростой. Уже на предварительном этапе проверяется степень родства будущих родителей, чтобы не допустить инбриндинга, скрещивания близких родственников. Зоопарки стремятся к максимальному генетическому разнообразию, а в случае инбриндинга можно получить приплод с аномалиями или нежизнеспособный. Кандидатов, как правило, много, и одним из них мог бы стать известный на всю страну Жорик. Но герою многочисленных сюжетов и талисману чемпионата мира по дзюдо 2014 дали отворот-поворот. Жорика, вы знаете, он все-таки не совсем здоров. Он сейчас получает ветеринарную помощь. Животное перемещать больное куда-то, это не... Как сказать, это представьте, больного человека, туда-сюда возить, это не совсем правильно. В 2011 году за состоянием Жорика следила вся страна. Полугодовалый тигренок едва не погиб от воспаления челюсти после того, как в передвижном цирке вовремя не заметили, что куриная кость проткнула небо. Понадобилось 16 операций, чтобы спасти Жорика, а когда он подрос, его перевезли в реабилитационный центр в Хабаровском крае. Сейчас, уверяют сотрудники центра, Жорик вполне здоров. 1 мая ему исполнится 3 года, то есть он достиг возраста, когда тигр может стать отцом, и его физическое состояние нареканий не вызывает. Последняя операция состоялась 2 года назад, и Жорик полностью после нее восстановился. Дефект на морде Жорика не из разряда тех, что до свадьбы заживут, но с лица, как говорится, воду не пить. Дефект считается чисто косметическим и на детородную функцию никак не влияет. А шрамы, как известно, мужчину только украшают. Никакого особенного лечения Жорик сейчас не получает и чувствует себя превосходно. К тому же он завидный жених и в отношении жилплощади. Молодой тигр обитает в большом вольере, который разделен на 2 части. В случае необходимости проход можно перекрыть на то время, пока молодые привыкнут друг к другу. У тигров это довольно продолжительный, длительный период. То есть он может длиться где-то примерно месяцев 5, наверное, не меньше. Потому что они должны сначала визуально познакомиться. Нужно постоянно следить за их поведением, то есть в течение целого дня буквально. Смотреть, как они на друг друга реагируют. И если у них положительная реакция друг на друга, то тогда уже можно пробовать их вместе соединять и дальше смотреть. Что же касается путешествий в Якутию или в другое место, то это, как говорят опекуны Жорика, не практикуется. Производство потомства у тигров в неволе – это не тот случай, когда дамы приглашают кавалеров. Как правило, самочек привозят к самцу. Алексей Сбарский, Борис Андриянов, 5 канал, Дальний Восток.